Фатиме Казакова с большим любопытством разглядывает декоративное блюдце. Его изготовил крымско-татарский художник Мамут Чурлу. Юная ценительница искусства рассказывает, за его творчеством следит уже несколько лет. Я хожу примерно 2 раза в месяц на выставки. Мне очень понравилось декоративное панно «Белая лошадь», потому что я люблю лошадей. Более 30 мастеров представили свои произведения на выставке в Симферополе. В экспозиции изделия ремесленников из керамики, работы ручного ткачества и вышивка. Также здесь можно увидеть графические произведения, роспись по стеклу и дереву. Делались эти экспонаты в разные времена, в разные годы. Мы собрали такую сборную выставку, потому что в этом помещении, в этом замечательном выставочном зале мы такую выставку делаем впервые. И публика здесь ходит несколько другая. Выставка «Крым с любовью» – часть проекта «Крымский стиль». Он объединил художников различных специальностей, национальностей и возрастов. Куратором проекта выступил известный крымско-татарский искусствовед Мамут Чурлу. Как отметил художник, за 15 лет работы это его уже 30-я выставка. Мне удалось открыть неизвестный ранее вид народного творчества. Это ткачество килимов. Как раз в Ферганской долине. Вот таракташские попали в село Палванташ Андижанской области. Они ткали там килимы. Я его обнаружил, собрал материал, сфотографировал, систематизировал. Потом уже в Крыму здесь это пригодилось, когда мы восстанавливали килимное ткачество в 1996 году. А это работа художника-керамиста Ильдара Гусенова. За его плечами более 10 лет кропотливого труда. Сегодня у мастера заказы на несколько лет вперед. На изготовление одного сосуда у него уходит 1 неделя. Эта керамика, она выполнена в разных стилевых направлениях. Выполнена на гончарном круге. Это техника лощения и гравировка. Это авторский орнамент, авторский стиль гравировки. Это в технике просто ангабирования. Это под старину. Такие вот сосуды изготавливали в старину с применением 2 различных цветов. Вот, то есть можно темное на светлом или светлое на темном. Вот. Кроме этого, я представил на сегодняшней выставке декоративные панно, которые выполнены в технике нанесения по холсту акриловой краской. Как рассказал Ильдар Гусенов, это уже современное представление орнамента. Такими картинами можно украшать интерьеры домов и квартир. Для того, чтобы панно органично смотрелось в больших пространствах, художник увеличивает орнаментальные композиции. Вот это древнейший знак, ему 20-30 тысяч лет. Работу мастеров оценил председатель Госкомнадзора Альберт Кангеев. Он отметил, каждая из них уникальна по-своему, а одну из них уже захотел приобрести в свой дом. Кроме всех остальных вопросов защиты своего дома, я думаю, вот на таком уровне, на искусственном, или, может быть, с применением искусства, человеческой выдумки, защищать свой дом благодаря вот этим символам, это тоже имеет определенное значение. Я хочу пожелать Мамуту Чурлу крепкого здоровья. То, что вот они этим занимаются уже почти на протяжении 15 лет, более 30 выставок проведенных во всех уголках Крыма, России и даже за его пределами, это очень нужная для людей работа. Творчество участников проекта востребовано сегодня и на туристическом рынке. Например, в качестве элитного сувенира или визитной карточки Крыма. Также материалы часто используют для дизайна ресторанов и музеев. Увидеть уникальные произведения можно в библиотеке имени Франко до конца февраля. Севиля Меметова, Максим Турчев, телеканал Миллет.